Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие зрители. Ассаламу алейкум всем. В этом видеоролике я хочу вам объяснить и разбираться те задачи, которые приходили на областной олимпиаде по математике для 7 и 8 классов. Хочу вместе с вами объяснить и решить эти задачки. И я хочу посвятить данный видеоролик для моих любимых учеников 10 А класс из Международной школы контакта. Ну что ж, начнем, поехали. Первая задачка областной олимпиады по математике – это упростить выражение, данное выражение, которое вы видите у себя на экране. Вот. Если внимательно обратить на данное задание, то слегка можно найти, что самый легкий способ здесь умножить вот эту часть bx деленное на 2 на обе слагаемые в скобках, то есть раскрыть скобки, да. А мы знаем из свойства дроби, что когда мы, вот, например, x деленное на y, да, дробь умножим на другой дробь, а деленное на b, например, то это равен чему? Мы умножим числитель к числителю, знаменатель чему? Знаменателю. То есть у нас x умножим на a и y умножим на что? На b. Вот именно это свойство мы используем. Значит, у нас здесь в первом случае, да, еще для того, чтобы раскрыть скобки, мы используем такую формулу, да, то есть а плюс b умноженное на c равен а умножим на c, вот а умножим на c, опять-таки еще раз, здесь плюс b умножим на c. То есть такой закон, две эти формулы мы используем на первый этап для раскрытия скобки. Хорошо? Значит, все, идем. Вот bx, числитель одного множителя умножим на числитель, да? И знаменатель на знаменатель. Что у нас тогда получится? Все это равен bx умножим на bx. У нас bx в квадрате плюс 4 умножим на bx, то есть 4bx. Потом 4 деленное на bx умножим на bx. В этом случае bx и bx сокращаются. У нас останется только что 4. Дробная черта. Теперь 2 умножим на знаменатель данного множителя. Да? У нас что получится? 2 умноженное на 2. 4b плюс, опять-таки, 2х умножим на b в квадрате. 2xb в квадрате. Минус 2х умножим на 4. Дважды 4, 8. 8х. Минус 2 умножим на 2bx в квадрате. То есть у нас 4bx в квадрате. Теперь поставим знак плюс. Начнем умножать множитель, данный множитель на другой дробь. Что у нас получится? Значит, b и b здесь сокращаются. Давайте не будем раскрыть данную скобку пока что. Значит, у нас останется только x, потом вот этот множитель. 4х в квадрате минус b в квадрат в скобках. Деленное на что? 2 умножим на данное выражение. То есть сразу мы, используя формулу сокращенного умножения, можем раскрыть данные скобки. То есть квадрат суммы мы здесь используем. Что у нас получится? 2b в квадрате плюс 8bx плюс 8х квадрат
минус 16bx. 16bx. Все это равен чему? Равен. Теперь постараемся еще умножить, упростить. Значит, у нас числитель дает нам формулу сокращенного умножения, то есть квадрата суммы, то есть 2 плюс bx в квадрате. А вот здесь знаменатель мы можем как сделать? Так, мы можем написать в виде двух множителей. То есть это 2 плюс bx и 2b минус 4x. Это как мы нашли? Мы просто сгруппировали, да? Вот. Из этих двух мы вынесли за скобок 2b, осталось у нас 2 плюс bx. А из этих двух мы вынесли за скобки 4x. У нас осталось что? 2, еще раз, плюс bx. Опять-таки, если вынести за скобок 2 плюс bx, у нас в другом скобке останется 2b минус 4x. Да? Вам надеюсь, что это понятно. Ну, продолжим. Плюс x, плюс, смотрите, ребята, здесь мы можем теперь использовать формулу разность двух квадратов. Да? А квадрат минус b в квадрате. Что нам дает? Это дает нам а минус b и что? А, то есть у нас вместе а что стоит? 2x плюс b. Деленное на, если вынести и упростить знаменатель, да, не знаменатель. Вот у нас одинаковый член, здесь 8bx и 16bx, да? Если их упростить, то есть у нас получится минус 8bx, да? Если вынести за скобки из всех этих двойку, это дает нам формула разность, то есть квадрат разности 2x минус b в квадрате. Равен. Надеюсь, это вам понятно. Просто мы использовали что? Формулу сокращенного умножения. Теперь смотрите, ребят, вот здесь 2 плюс bx в квадрате и 2 плюс bx. Их мы сокращаем, вот. А здесь мы сокращаем 2x минус b и 2x минус b квадрат. Квадрат 2x минус b. Значит, что у нас останется после сокращения? Здесь в первой дроби останется 2 плюс bx. И вот здесь 2, если вынести за скобки двойку, то у нас 2b минус 2x. Плюс, еще раз, здесь останется у нас x, 2x плюс b, еще раз 2x минус b, это где? В знаменателе. Теперь нам предстоит слагать эти две дроби. Вот для этого мы должны перевести их к общему знаменателю, да? Вот, и надеюсь, всем понятно, очень легко, что мы либо должны привести данный знаменатель этому виду, или же наоборот. Вот для этого давайте будем второй вариант использовать. У нас будет 2 плюс bx, деленное на 2b минус 2x. Пусть останется первый знаменатель. А второй знаменатель мы заменяем места двух этих вычитаемых. У нас что останется? Минус x
2х плюс b, 2b минус 2х. Это вам теперь ясно. Вот мы привели к общему знаменателю, что дальше очень легко. Дальше. Значит, общий знаменатель 2b минус 2х, да? Вот 2 минус bx, плюс здесь, а здесь минус, да? Минус 2х в квадрате, сразу раскроем скобки, да? Еще плюс и минус при умножении минус дает bx. Обе они сокращаются. У нас останется что? Если вынести двойку из двух этих, 1 минус х в квадрате, деленное на 2b минус 2х. Еще раз, 2 и 2 сокращаются, останется у нас 1 минус х в квадрате, b минус 2х. Вы можете написать данный ответ в таком виде, если хотите, да? Это тоже вариант. Все, мы разобрали с вами первое задание Олимпиады для каких классов? 7 и 8 классов областной Олимпиады. Переходим к другой задачке.